Всем привет, с вами Рома и Гузель. И сегодня мы вам расскажем последние актуальные новости. Давайте скорее смотреть. Самое время принять участие в акции «Лыжня России». В этом году прошла 38-я лыжная гонка. Заряд бодрости и хорошего настроения гарантирован как минимум до конца этой зимы. Так решили горожане и встали на лыжи. Расхожая пословица «Пришел марток, надевай 7 порток». Но «Лыжня России» 2020, последний день зимы 29 февраля, состоялся. И с нами сегодня корреспондент Александрова Лилия. Лыжня России давно уже стала значимым и по-настоящему важным событием как для профессионалов, так и для любителей лыжного спорта. Сегодня проходит 38-я открытая всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». Скажите, пожалуйста, какое у вас сегодня настроение? Отличное. Хорошее, отличное настроение. Погода такая, хочется бежать и бежать. Любой, кто выходит на старт, он должен пройти эту дистанцию до конца. И я тоже думаю, что пройду. Хоть и травма была, но должна. Замечательная погода, превосходная лыжня. Всех с праздником. Боевое? Радостное такое. А есть ли у вас чуточка волнения? Да, есть. Ну, я думаю, волнение это у каждого присутствует. О, настроение у нас отличное, да. Погода весенняя. Почему-то. Посмотрите, просто какая погода, да, одно солнце чего стоит. Поэтому погода, и настроение замечательное. Отличное настроение, и погода тоже позволяет бегать на лыжах. Отличное настроение. Прекрасное настроение, готовы победить. Настроение поднятое. Мы всегда рады таким мероприятиям. Я тоже очень рада «Лыжне России». Я тоже очень рада. А есть ли у вас волнение? Не волнуемся, совсем не волнуемся. Мы еще пловчихи, плавать ходим. Так что вот. Мы вообще не волнуемся, потому что мы пенсионеры и ходим в клуб «Нептун», плаваем. Как лыжный спорт влияет на здоровье человека? Очень позитивно, очень хорошо. Здоровый образ жизни всегда ведем с семьей, с сыном. Каждый раз стараемся участвовать на таких мероприятиях. Нам очень радостно и весело. Нужна ли тренировка перед забегом? Ну, конечно, нужна. Как же без тренировки? Мы и тренировались до «Лыжни России» и выходили. Да, конечно, обязательно. Мы готовились. На уроках готовились физкультуры. Как научиться кататься на лыжах, если я не умею? Ну, надо долго-долго учиться кататься в парке, и чтобы вам помогали там, допустим, родственники. Надо долго тренироваться, начинать с малого. А у тебя были уже победы? Да, конечно, обязательно. Поэтому мы всей семьей прибыли сюда посмотреть, как у него что получается. Нужно ли завтракать перед забегом? Утром, конечно, надо завтракать, чтобы поплотнее пообедать, а потом уже на дистанцию выходим с хорошим бодрым настроением. Небольшой совсем, да, потому что если поешь плотно, куда там с полным желудком побежишь? Очень легкий, но такой калорийный должен быть. Вот. Обязательный набор калорий. Обязательно это яичница, кофе, кашка и хлеб со сливочным маслом, бутерброд. Обязательно овсянку и молоко. Скажите, пожалуйста, что вы думаете сегодня об этом празднике? Все-таки спортивный праздник «Лыжня России». Какой будет, я не знаю. До этого я знаю, метель была, и сегодня такая погода. Должны бежать, приходить. Массовые мероприятие, и очень прекрасно, что очень много детей здесь участвуют. Видно, что и родители, в принципе, болеют за своих детей. Это очень прекрасно, что много молодежи, не только молодежи, видно, и ветераны здесь выходят на лыжню. Все это прекрасно, ежегодно делается, это очень прекрасно, что в Чувашии процветает этот данный вид спорта. Я уже 16-й раз участвую. с тех пор, как начали «Лыжная Россия», с тех пор 16 лет. И очень даже, знаете, еще погода, сегодняшняя погода вдохновляет. И хочется, можно сказать, бежать и бежать. Но сегодня, во-первых, радует погода. И эта погода, она передается настроению людей. Видите улыбки всех наших спортсменов, которые сегодня стартуют, с большим удовольствием уходят на дистанцию.
И мне хочется, чтобы это было только не во время лыжной России, а постоянно в течение всего лыжного сезона. С каждым годом Лыжня России набирает новых участников. Она привлекает различных приверженцев активного отдыха и здорового образа жизни, разных возрастов, профессий и увлечений. С 2018 года в музыкальной школе проводится форум, где педагоги обмениваются, так и получают новый опыт в музыкальной сфере. В Канаш приехал Сергей Морозов, заслуженный работник культуры Республики Марий Эл и преподаватель Республиканского колледжа искусств имени Палантая. В течение нескольких дней учащиеся музыкальной школы показывали свои таланты. Чем запомнилась встреча, расскажем в нашем репортаже. С 17 по 20 февраля в Канаше проводился педагогический форум «Урок. Педагог. Современность». На этом мероприятии преподаватели разных музыкальных школ из других городов, такие как Чебоксары, Канаш, Шумерля, Алатырский и Янтиковских районов, принимали участие и делились своим опытом. Учителя проводили мастер-классы, делились своими умениями, давали открытые уроки и проводили концерты, на которых выступали представители данного форума. Интересно было смотреть и узнавать что-то новое не только преподавателям. Талантливые музыканты показывали свои умения, удивив юных музыкантов. Самым долгожданным и любимым гостем оказался Сергей Николаевич Морозов. Я точно помню, какие мои любимые были песни в детском саду. И помню себя в детском саду, потому что вот клавиатура рояля была мне как раз по носу вот так. Я себя помню, вот поэтому она и висела, вот так вот. Помню, какие мне играл музыкальный руководитель вещи пьесы. У нас был именно рояль, а не пианино. И у нее было образование профессиональное. Своим позитивом приукрасил Сергей Морозов атмосферу в зале и даже само мероприятие. Ученики и педагоги с удовольствием слушали его. Мероприятие прошло успешно. Форум оказался очень полезным и интересным. Масленица – это озорное и веселое прощание с зимой и встреча весны, несущая радость и тепло. Взрослые и дети хорошо повеселились на прекрасном празднике Масленицы. А на гулянии побывал наш корреспондент Александрова Лилия. Масленица, масленица, дай блинком полакомиться, прогони от нас метели, прокати на карусели, пусть весна скорее придет. Вот так начался наш самый прекрасный праздник – Масленица. Сегодня мы проведем опрос и узнаем много чего интересного. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как у вас настроение? Хорошие, праздничные, весенние. Масленичные. Замечательное. Отличное настроение, такой замечательный праздник, вот солнечная погода. У нас очень веселое настроение сегодня. Отлично, прекрасно, хорошо. Отлично. Вы пришли просто посмотреть, да? Ну да, и повеселиться. Гулять, конечно. Да. Весело нам. Отлично. Отлично. Хорошо. Отличное. У меня настроение замечательное. Хочется петь и танцевать, как на сцене. Замечательное весеннее настроение, чего и желаем всем жителям города Канаш. Как вам сегодня погода? Нормально. Ну, холодно, но тепло. Ясно. Погода замечательная. Очень нравится. Солнечная, радостная, веселая. Солнечная, хорошая погода сегодня. Душу радует. Погода чудесная, солнце светит. Скажите, пожалуйста, а как вы празднуете? Всегда празднично, весело, всегда с душой. Ну, как обычно, всегда празднуем весело. С блинами, с икрой, друзьями, товарищами, с городскими жителями. В семье мы печем блины, ходим в гости, радуемся, веселимся. Прихожу в парк, смотрю, как жгут бабу. Бывает с родственниками. Ну что? Гуляю с друзьями. Для меня это семейный, наверное, праздник, когда я могу со всей семьей своей сесть за стол, поесть блинов. И сегодня прощенное воскресенье попросить прощения. Если у каждой девушки и мамы есть свой собственный рецепт, то сегодня мы узнаем какую-то необычную технологию их приготовления. Скажите, пожалуйста, вы умеете печь блины? К сожалению, нет. У меня всем этим обычно занимается супруга. Но на Масленице попробовать блины – святое дело. Да, сегодня пекла, конечно. С какими начинками вы обычно делаете блины? Варенье с сгущенкой. Варенье. Со сгущеночкой. А с каким вареньем? С малиновым. Печь блины? Умею? Нет. Нет. Вы знаете,
знаете, у меня 3 замечательных сыновей. Мы очень часто делаем... Вообще начинки бывают разные. Ну, любят дети со сгущенкой, с джемом, с творогом, с мясом. Иногда с блинной, иногда с пшеничной. Всяко бывает, и с гречишной. А с какой начинкой вы делаете блины? Очень люблю с медом. И люди мои все любят, окружающие. И, знаете, еще чем нравится? Со сгущенкой. А с каким вареньем вы едите блины? Варенье люблю малиновое, смородиновое, черничное. Блины идут вот так. С праздником вас, с Масленицей! Ну а как же без самых веселых и интересных развлечений? А сколько сегодня блинов съели? Сегодня всего 3 съел. 1. 2. 4. 1. Ну, 2. Я тоже 2 блина съела со сгущенкой, со сметаной. И всю неделю моя семья пекла блины. Ни с каким. Я обычно с сгущенкой. С вареньем обычно. Пока что нисколько, мы только пришли. Нисколько. Планируем много. А вы знаете, сколько дней длится Масленица? Масленица длится 7 дней. Неделю. Неделю. С праздником вас, с Масленицей! 7 дней. Зачем сжигают чучело? Нет, я не знаю. Чтобы все плохое ушло, наверное. Для того, чтобы проводить нашу красавицу зиму и поздравить всех наших замечательных гостей с наступлением весны. В парке сегодня очень весело. До самого вечера сегодня не умолкнут голоса детей, смех и шутки. С праздником вас, с Масленицей! Ну, на этом наша передача подошла к концу. Всем хорошего настроения. До свидания. Пока.